ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Накануне 9 мая Русский народный оркестр при первой музыкальной школе вернулся в Ухту. День стал для музыкантов победным во всех смыслах. Несколько десятков ухтинцев приняли участие в 14-м международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит талантам». Народный оркестр Ольги Шаты стал лауреатом первой степени фестиваля и был высоко отмечен жюри. Ухтинцы привезли несколько номеров, которые репетировали не один месяц. Мы играли «Прощальный вальс». Вот то, что мы обыгрывали полгода. «Прощальный вальс» Цветкова играли и Егора Кудрявого. Это наша забойная песня, которую... Они играют у меня ее везде. И вот если бы мы взяли инструменты, они, по-моему, в Москве, во всех местах, где мы останавливались и отдыхали, они бы там играли произведение. Когда нет инструментов, они его поют. Это я уже говорила на сольном на нашем концерте, это произведение. Я практически 5 лет я над ним работала, и это был 5-й вариант вот этого произведения. То есть там постоянно что-то меняется. И Шкуровский сказал, что вы можете и еще над ним, еще что-то прибавлять, убавлять, и это только прибавит ему своей новизны и каких-то изюминок новых. Фестиваль собрал более 500 участников разного возраста. Ухтинцы выступили в смешанной категории от 13 до 16 лет. Жюри оценивало техническое мастерство, артистизм, сложность репертуара, создание художественного образа. Судейская коллегия состояла из известных артистов, педагогов творческих дисциплин, режиссеров, деятелей культуры и искусств. Я выбираю жюри тех, кто на самом деле профессионалы именно русских народных оркестров. Я не иду на любой фестиваль, где там пианисты сидят, хотя тоже хорошие музыканты, или там, я не знаю, заслуженные артисты там по вокалу, очень много же вокалистов. Мне важно было, чтобы в жюри сидел человек, у которого был бы оркестр. Для ребят ухтинского оркестра важность этой поездки заключалась еще и в том, что многие до этого по-настоящему не видели столицы России. А здесь им представилась возможность прочувствовать Москву. Кроме того, как считает художественный руководитель Ольга Шаты, эта поездка, как и многие другие, служит большой, высокой цели. Популяризация народных инструментов. Потому что мы делаем то дело, которое, по большому счету, все говорят сейчас о патриотизме. Патриотизм не только с парашютов-то прыгать, как у нас любят, да? Не то, что вспоминать, понятно, война и сейчас День Победы и все такое. Но извините, не знать своих русских народных инструментов, я считаю, что это беспредел полный. По итогам фестиваля лауреатом второй степени также стал ухтинец-солист на гитаре Арсений Серов. Успех на фестивале открыл Русскому народному оркестру дорогу к финальной части. Она состоится в октябре-ноябре 2019 года. Времени на разучивание новой программы остается немного, но музыканты намерены добиться успеха. Одной из композиций для конкурса, кстати, станут «Грезы Бородина».